выделить три основные ключевые, как скажем, концептуальные проблемы, без решения которых невозможно заложить основы и преодолеть аграрный кризис в нашей стране. Вот в следующем слайде они обозначены. Извините, картинка сзади меня, но вам видно. Это информационная составляющая, это отсутствие программы и диспропорции в самой системе АПК. Сегодня было много сказано, но я бы тоже хотела проиллюстрировать, какие мы имеем иногда расхождения в разных ведомствах по аграрному сектору. В следующем слайде показатель валовой продукции личных подсобных хозяйств по данным Министерства сельского хозяйства и по данным статистики расходятся не на 5, не на 10%, а на 3 миллиарда и выше. Также видим там долю растениеводства. Она вот по данным сельского министерства 33% около, а по данным статистики 97%. Следующий показатель, следующую табличку сделайте, пожалуйста. Сколько же у нас сельхозпредприятий и отрасли? Получается, по данным зарегистрировано всего 391. В другой странице мы видим число сельхозпредприятий 120, а прибыльных 8, убыточных 25. 29, извините, и 27. В общем, всего в лесе получается 35 предприятий, только отчитываются по своей финансово-хозяйственной деятельности. Следующий показатель площади. Посмотрите также, какое расхождение мы имеем, где значится 15 тысяч гектаров. Если суммировать площади посева и площади плодово-ягодных насаждений, то расхождение опять выходит почти 9 тысяч гектаров. Ну и последняя таблица, которая показывает не только снижение доли сельского хозяйства в ВВП за 5 лет с 13% до 6%. Но еще я хотела бы обратить внимание на цифру 5 миллионов 400 тысяч рублей. Это валовая добавленная стоимость на одного работающего в отрасли. Это такая нереальная цифра, что она полностью подтверждает вообще систему учета, провалы в системе учета. И, наверное, возникают вопросы вообще к самой методологии подсчета ВВП в Абхазии. Что необходимо сделать для того, чтобы эту нашу мною обозначенную первую проблему? Вот следующий слайд. Нам необходимо создать единую информационную базу данных. Для этого закупить электронную программу по хозяйственным книгам, конечно, подготовить соответственно кадры и методотехнически это обеспечить. Мы получим на выходе зато возможность оперировать достоверными, правильными, выверенными и, главное, текущими оперативной информацией в этой отрасли. А это позволит нам обязательно подойти грамотно к разработке программы. Следующий слайд. Сегодня вот все выступающие подчеркивают, я тоже хотела бы особо акцентировать. Движение без программы – это движение в никуда. И самое главное, здесь выпадает институт оценивания. Любой проект, любое ведомство, на каком хотите уровне, сегодня мы не имеем, ни одно экспертное сообщество не может дать объективную оценку. Вот что нам дает отсутствие программы. Мы считаем, нежелание Министерства сельского хозяйства разрабатывать программу привело к тому, что она потеряла вообще объект управления. То есть Министерство сельского хозяйства работает в другой координатной плоскости, а все наше сельское хозяйство живет по своим законам в другой, можно сказать, даже в параллельных плоскостях. Вот чтобы вернуть управляемость этой отраслью, программно-целевой метод, который по модульному принципу, если мы подойдем и выделим приоритетные отрасли и обязательно в разрезе наших районов, вот тогда мы можем поменять и принципы формирования аграрного бюджета. Что мы имеем сегодня? У нас время очень ограничено, но из года в год
на развитие отрасли, где проживает половина нашего населения, где мы имеем 33 тысячи домохозяйств, направляется менее 1% всей расходной части государственного бюджета. В цифрах в 2013 году мы отправили, профинансировали на 44 миллиона. Для сравнения, чтобы не было никому, просто скажем, что содержание администрации президента это 60 миллионов, само ОГУ у нас 51 миллион, служба охраны 96 миллионов. Третьим проблемой следующей, пожалуйста, что я хотела обозначить, почему диспропорции мы говорим, потому что АПК состоит из 4 сфер, сельское хозяйство там во второй сфере, они очень взаимосвязаны. Что мы имеем за 3 года, 2010-2012 годы, как проводило финансирование? В первой отрасли было выдано, это техника сельскохозяйственная, они называются машино-тракторные парки, да? Вот на их финансирование 125 миллионов. В самом сельском хозяйстве во второй сфере 600 миллионов за 3 года было направлено на развитие растениеводства. А на животноводство 1,2, и то фактически профинансировано, но работы не выполнены. Смотрим основные третья и четвертая сфера, это переработка, хранение, заготовка, не хранение, транспортировка, реализация и инфраструктура, соответственно, государство не профинансировало ни рубля. То есть мы имеем точечные, на хранение выделено почти 34 миллиона рублей. В социальной сфере, да, мы имеем, наверное, прорыв, что касается строительства социальной инфраструктуры. Но не менее важной является материально-техническое обеспечение и кредитно-финансовая составляющая данной отрасли. Что мы предлагаем на первом этапе? Подойти комплексно по каждой сфере, чтобы мы смогли вот эти диспропорции не только между секторами, но и внутри сектора убрать. Конечно, не все, что мы завозим, Абхазия может производить. Но есть такие позиции, следующий слайд, которые бы мы могли реально сами производить. И посмотрите, какие суммы из России поступают. Несколько позиций я выбрала. В итоге получается почти 800 миллионов. И из Грузии завозим по данным международных организаций, я только 3, общая оценка около 2 миллиардов рублей. Но здесь я выбрала только, где были данные по 3 позициям. Что в завершении я бы хотела сказать к сельскому хозяйству. Кто вот эти финансирование личных подсобных хозяйств, я сказала, должны идти под программы. Это означает, их надо преобразовывать, но не насильно, не сверху, а им предложить несколько программ. Развитие фермерского движения, развитие кооперативов, бизнес-структур. И самые предприимчивые крестьяне должны увидеть, в чем разница между этим, и что ему даст участие в этой программе. Какие будут дотации со стороны государства, или еще лучше, может, государство у него будет закупать. И тогда они сами выберут и создадут нам ту оптимальную аграрную форму производства, которая сегодня полностью у нас отсутствует. Вот, на наш взгляд, в завершении, если мы сможем по каждой сфере и чуть-чуть сгладить эти диспропорции, то сама система станет более целостной, более сбалансированной и более жизнеспособной. Спасибо за внимание.